Виновным признали сегодня 27-летнего Самата Валиуллина. Его обвиняли в смертельной аварии, устроенной им в состоянии алкогольного опьянения. Рано утром 11 марта на Сибирском тракте он за рулем Фиата Альбео выехал на встречную полосу и протаранил Ладу Приора. 20-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Его возлюбленную и 70-летнего деда тогда с различными травмами госпитализировали. Помощь медиков понадобилась и виновнику столкновения. Подробности уголовного дела и вердикт суда в репортаже Нафиса Минязовой. Я так глаз закрывал, я ничего не видел. В тот трагический день 70-летний пенсионер сидел на пассажирском сидении Лады Приора. Рассказал, что ранним утром он, его внук и девушка внука выехали из Арского района в Казань. Должны были отвезти торт, а девушку оставить в институте. Но на Сибирском тракте в их Ладу Приора врезался автомобиль Фиат Альбео. Иномарка выехала на встречную полосу. 20-летний водитель Лады скончался на месте. Пассажиры серьезно пострадали. Что произошло, узнали только спустя время. Очнулась с того, что меня трясли, меня разбудили люди и объяснили, что произошло. После удара иномарка перевернулась на крышу, а от Лады практически не осталось живого места. Медицинская помощь понадобилась и виновнику происшествия. Когда на место приехал брат пострадавшей пассажирки, водитель иномарки стал и вовсе отказываться от того, что сидел за рулем. Там уже начал хамить. Сначала сказал, что прости, но я не был водителем. Ну, я ему сказал, что как ты не можешь быть водителем, когда ты лежишь здесь. И он меня начал оскорблять. В крови мужчины была обнаружена немаленькая доза алкоголя. Перед тем, как сесть за руль, он выпивал. Рассказал он это только во время следствия. В суде же давать показания отказался. В 21 час я начал выпивать спиртные напитки. Выпила одну бутылку пива объемом 0,5, одну бутылку бальзама Бугульма объемом 0,5. Спиртные напитки я выпивал примерно до 1 часа 11 марта 2019 года, после чего в 2 часа лег спать. В 4 часа 11 марта 2019 года я проснулся и вспомнил, что мне нужно отвезти автомобиль отцу. Проснувшись, я чувствую себя хорошо, чувство того, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения, у меня не было. На тот момент я считал, что я успела отрезветь, пока спал. Свою вину Самат Валиуллин признал полностью. Сегодня до судебного заседания он перевел потерпевшим 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сторона потерпевших просила еще 1 миллион деду и отцу. Последнего признали потерпевшим по факту смерти сына. В итоге суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал оплатить еще 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.